Сегодня у нас состоялось очередное заседание комитета. Скажу, что оно было достаточно бурным, интересным, и я бы сказал, даже конструктивным. Во-первых, мы рассмотрели 18 вопросов. Наверное, такого никогда не было, но жизнь и время требуют сегодня рассмотрения этих вопросов. Скажу, что результаты меня удовлетворяют тем, что депутаты не были равнодушны ни к одному из рассматриваемых вопросов, а наиболее актуальные внесли предложения, которые действительно дополняют те решения, которые мы приняли. Ну, начну прежде всего, конечно, с главного вопроса. Это отчет губернатора Челябинской области перед законодательным собранием по итогам работы за 2014 год. Мы пригласили всех министров-социальщиков, которые отвечают за социальное направление. Я доложил по отчету. Ну, самое главное, что каждый депутат получил, член комитета, получил этот отчет, внимательно его посмотрел, и были внесены ряд предложений, касающихся улучшения работы правительства. Мы подвели итоги и сказали о том, что мы удовлетворены работой правительства и губернатора Челябинской области как руководителя правительства. Мы сегодня отметили то, что те решения и предложения, которые мы давали в отчет и в работе правительства, были учтены, и это нас радует с точки зрения предложений на 2015 год. Ну и внесли еще дополнительное предложение, касающееся ряда вопросов, в частности, это усиление государственного контроля за охраной памятников культуры. У нас это очень волнует тема. Вопрос развития контроля качества в образовательных учреждениях и оценки качества учащихся. И особенно вопросы подбора и подготовки детей с углубленным изучением предметов. Ну и было внесено предложение, касающееся того, чтобы рассмотреть возможность создания координирующего органа по реабилитации, по оздоровлению населения Челябинской области. Тем более, что эта тема очень хорошо перекликалась с темой, которую мы рассматривали сегодня по сердечно-сосудистым заболеваниям. Наверное, второй важный вопрос, когда было доложено о том, что сегодня 2015 год обозначен президентом как национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, профилактики сердечно-сосудистыми заболеваниями. И было доложено о том, что это сегодня актуальная тема, это не только инфаркты миокарда, но и инсульты, и сосудистые поражения головного мозга. И нас радует то, что сегодня Министерство здравоохранения плотно погружено в эту тему, знает, что происходит, какие причины приводят, как с этим бороться, какие нужно развитие, направлений. Мы это подчеркнули и добавили два вопроса, которые мы возьмем на контроль. Это прежде всего реабилитация после перенесенных инфарктов, инсультов сосудистых, потому что средств, которые выделены сегодня, покрывает где-то примерно 30% нуждающихся. Поэтому нужно ставить вопрос об увеличении в этом плане финансирования, если мы желали бы получить результат от этой работы. И второе направление, это связано с тем, что сегодня должны открыться два сосудистых центра. Это в городе Кыштыме и в городе Сатке. Финансирование на них предусмотрено. Мы будем внимательно следить, как будет реализация идти этого направления. Очень важный вопрос, на мой взгляд, вопрос выплаты пенсий и социальных пособий. Об этом доложил сегодня управляющий фонда, наш коллега, депутат Чернобровин Виктор Павлович. Скажу, что 2014 год был годом, когда все практически выплаты и обязательства были выполнены в полном объеме, проведена индексация пенсий. И, конечно, нас волновал вопрос, связанный с 2015 годом. Здесь Виктор Павлович заверил, что, по крайней мере, сегодня и правительство, и Пенсионный фонд Российской Федерации намерены четко отслеживать ситуацию по инфляции и, соответственно, оперативно реагировать. Он заверил также, никаких вопросов по увеличению пенсионного возраста не ведется. То, что сегодня ведутся дискуссии, это чисто личная инициатива, будем говорить, руководителей, потому что президент четко сказал, никаких увеличений возраста не будет. Для этого нет ни политических, ни экономических необходимостей. Ну и второе, что индексация, конечно, будет отслеживаться. Как будут идти инфляционные процессы, будут, соответственно, индексироваться. Уже сейчас, с 1 января, начата индексация, с 1 февраля трудовых пенсий, потом социальных пенсий. Впервые, как он сказал, будет индексироваться третье, летом, видимо, в июле, в зависимости от ситуации. Так что здесь, на наш взгляд, есть определенный оптимизм. Хотя вопрос мы будем держать на контроле. По крайней мере, задержек выплатами нет. Ну и целый ряд вопросов, касающихся образования, физической культуры и спорта. Я бы выделил еще одну тему, которую мы сегодня затронули. Это вопрос двух программ. Это подготовка до призывной молодежи и вопрос развития авиационных, технических и военно-спортивных видов спорта. Это тоже есть государственная программа в области. И мы отметили, что сегодня, к сожалению,
по программам, которые достаточно эффективно работают, снижено почти в 10 раз финансирование. Мы, безусловно, говорим о том, что такая программа нужна. Будем настаивать на создании рабочей группы и подготовке на уровне правительства такой программы, 2 программ даже будем говорить, и внесение соответствующих изменений, чтобы, учитывая сегодняшнюю ситуацию, это актуальная тема, и мы ее как раз подняли, чтобы нам эти 2 программы наполнить, как говорится, кровью и дать возможность развиваться. Я хочу сказать, что наше общество ДОСААФ очень эффективные. Они сегодня только по своим видам военно-прикладным подготовили более 160 чемпионов, причем уровня российского, даже будем сказать европейского и мирового. Вот, из тех 1600 или там 1400 спортсменов, которые сегодня имеют медали в области, это хороший результат. При этом имея минимальное финансирование на этот год почти 200 тысяч. Поэтому вот эту тему мы затрагиваем. Ну, остальные темы касались сегодня организационного плана. Это и вопросы, значит, образования, это и вопросы социального обслуживания, касающиеся детей-сирот, это и вопросы, касающиеся развития молодежного движения. Мы сегодня внесли изменения в марафон талантов, который очень успешно прошел в 2014 году, и было принято решение провести его и в 2015 году, только мы изменили немного сроки и состав организационного комитета.